Стационарные медицинские корпуса, отдельный пищеблок, котельная и пожарные резервуары. Более 50 рабочих, каменщики, арматурщики, бригадиры. Все они сосредоточены на разных секторах, чтобы уложиться в срок и сдать объект вовремя. Общая площадь перемен около 5000 квадратных метров. Психоневрологический диспансер включает в себя 2 корпуса, 3 и 4 этажа, в каждом из которых предусмотрены просторные подвальные помещения. Все это уже приобрело форму и готово к отделочным работам. Впрочем, основные силы рабочих сейчас направлены на возведение пищеблока. Его строят отдельно и с соблюдением всех технических норм и правил, говорит Беслан Мальсагов. За 20 лет работы каменщиками его руками построено не одно здание в республике. Совсем скоро своим законченным видом их число пополнит и этот диспансер. Такой важный для региона социальный объект строится в рамках реализации национального проекта «Демография». Здесь будет оказываться специализированная психиатрическая, психотерапевтическая и социальная помощь. Проект предусматривает наличие стационара на 150 коек, 20 из которых рассчитаны для детей. Сама поликлиника может принять одновременно 100 пациентов в день. Основное здание, тут они комбинированы, поликлиника и стационар. Тут прогулочные площадки, вот 2 площадки, детская площадка тут будет, озеленение, все это вот, зона отдыха, значит, гараж на 5 автомобилей. Здесь у нас котельная, трансформаторная подстанция, КПП и вот пищеблок. Самое сложное уже позади. Как говорят строители, это конструктивная часть. Помимо создания для пациентов всех необходимых условий, строительство объекта – это еще и новые рабочие места. Не только для будущего медперсонала, но и тех, кто занимается его возведением. Впрочем, строительные работы здесь завершены на 50%. Наружные коммуникации, все полностью сделано. Водопровод, канализация, теплотрасса. Бетонные работы у нас завершены, перегородки практически все сделаны. Сейчас у нас заключены договора, уже начали вентиляцию делать. И с остальными у нас субподрядные организации с других регионов приехали и будут делать электрику внутреннюю, наружную, и водопровод, канализация, отопление. И вентиляция тоже. Кроме нового здания, больные смогут оценить и полезные прогулки по благоустроенной территории. Здесь появится небольшой сквер. Шахрадат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.